Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Славянского университета Мурат Сюинбаев и ветеран спецслужб Талай Джумадылов. Добрый Мы вечер. собрались обсудить, как влияют вот эти большие события в Украине и вообще в мире сейчас происходит на Кыргызстан, и как себя что должен делать Кыргызстан, как это понимать и в какую сторону двигаться. Мурат? Ну, мы вот с коллегами обсуждали, что сейчас происходят очень глобальные, можно сказать, события, которые могут отразиться на нас, и ясно дело, что не в позитивную сторону. Буквально вчера, что ли, Трамп даже сказал, что Америка находится сейчас в самой опасной ситуации со времен создания. Трамп? Да. Ну, конечно, может быть, это ему надо там что-то там в медийное пространство, что-то говорить такое, обращать на себя. Но я думаю, он недалек от истины. Недалек от истины. То, что происходит на Украине, это на самом деле для нас, может быть, сейчас не самое главное, но он запускает некоторые процессы, которые приведут к глобальному переформатированию. И политический океан будет штормить, и такому маленькому утлому суденышку, как Кыргызстан, будет достаточно сложно. Ну, какие, например, эти процессы? Ну, вот вчера Путин сказал, что пока не штурмовать Азовсталь. Я так думаю, что если бы этот штурм состоялся, не исключено было бы, что там из подвалов Азовстали достали бы этих французских военных, которые могли поведать какую-то, чувствительную информацию, и в результате, А что они могут сказать? Это вольнонаемные, там, добровольцы пришли? Они что? Это же не государственные даже, какие-то? кто это они. Ну, сам факт того, что месяц назад из этого был вынужден выйти в отставку руководитель военной разведки Франции. Именно из этого? Я думаю, в том числе из-за этого. И совпадение по времени, я думаю, не случайно. Потому что формулировка увольнения, она какая-то, была такая обтекаемая. Так вот, я думаю, это могло привести, к примеру, к тому, что Макрон мог бы в воскресенье на выборах проиграть. То есть вот сейчас такой накол. Ну, например, еще вот другой член европейского клуба, скажем так, Джонсон, тоже висит довольно сложная ситуация. Предстоят выборы, местные выборы в Британии. Если консерваторы проиграют их, возможно, и Джонсону тоже придется уйти в отставку по своим этим скандалам, связанным с вечеринкой. Я к тому, что это вот отдельные процессы, которые усиливают и так непростую ситуацию. Вот сейчас собирается Швеция и Финляндия вступить в НАТО. Честно говоря, я думаю, от этого НАТО только ослабеет. Почему? Потому что в НАТО и так где-то 825 миллионов человек состоит вместе с Соединенными Штатами Америки и Канадой. Там 30 стран. Это уже давно не очень хорошо управляемая система. Слишком большая. Да, слишком большая. Бесконечное увеличение системы, оно невозможно. Вот как, знаете, черная дыра собирает, да, все эти массы, а потом взрывается. Вот то же самое. Это закон Паркинсона даже есть на эту Да, тему. ну, может быть, да. Так вот, это тоже внесет свой вклад в процессы децентрализации больших пространств, так это в геополитике называется. Большое пространство был СССР, Европейский Союз тоже большое пространство. Это приведет к глобальному изменению форматов, возможно, опять изоляционизму и нарушению транзита. Я могу сказать, что вот казалось бы, НАТО, что до этого? Но я могу сказать так, что 500 с лишним лет назад произошли события, которые нарушили глобальный транзит на той территории, где мы сейчас находимся. И в результате эта территория уже больше 500 лет находится в стагнации. Раньше она участвовала в первом акте глобализации, шелковый путь. И здесь была процветающая территория. Потом в результате войны Амира Тимура с Баязидом, Баязид был, так сказать, разгромлен, началась нестабильность в Константинополе,
Это привело к временному прекращению деятельности шелкового пути. Потом португальцы открыли морской путь вокруг Индии, и транзит здесь сухопутный стал никому не нужен. И в результате мы находимся уже больше 500 лет, это территория состояния стагнации. Вот посмотрите, на территории, вот экономика, она проявляется, преобразуется, трансформируется в культуру и в науку. В 14-15 веке это был, возможно, самая просвещенная территория на планете. Самая просвещенная. И Аль-Фараби имел высокий титул «второй учитель». То есть первый учитель это был Аристотель. На территории Кыргызстана нет ни одного памятника, который был бы принят ЮНЕСКО как фонд всемирного наследия, который бы относился после 15 века. Все сделано раньше только. То есть потом началась вот эта глобальная деградация. Можно сказать, что в 15 веке, 14-15 веке, эта территория здесь была, можно сказать, постиндустриальная экономика. Что такое постиндустриальная? Это науки здесь процветали. Это сервисные службы, караваны, караван-сараи, это туризм деловой, правильно, да? Это области, которые дают высокую добавленную стоимость. За счет этой высокой добавленной стоимости содержались все эти поэты, ученые, астрономы и так далее. Потом, в середине 20 века мы оказались в рамках СССР на индустриальной стадии развития. И сейчас, в 21 веке, мы находимся на доиндустриальной стадии развития. Вот такая у нас ветвь. И все это связано с тем, что мы выпали из транзита и выпали из глобальных связей. Вот мы и так находимся на самом дне, да, в этом отношении. И мы живем плохо не от того, что мы глупые или ленивые. Мы просто выпали из глобальных процессов. И вот это вот переформатирование мира, оно приведет к тому, что мы можем повторно оказаться вот в этом, на обочине. Мы находимся на обочине исторических процессов. Оказались. Да, оказались, да. Ну, например, что там дальше может быть? Дальше, ну, например, примут Украину в Европейский Союз. Я не думаю, что это... Опять же, слишком много людей там, это во-первых. А во-вторых, ну, я не думаю, что... Вот причина, почему она там вряд ли сыграет позитивную роль, та же самая, по которой Турцию не приняли в Европейский Союз. Это слишком большая страна и культурно отличающаяся от остальной Европы. И они вместе с Польшей и Прибалтикой, ну, начнут дальше раздражать Германию и Францию. В конце концов, это может привести к тому, что им это надоест. Они распустят, так же, как устроят свою Беловежскую пущу, распустят это все и начнут форматироваться заново. Ну, по-моему, в Турции уже почти нет никаких переговоров, да? Нету, уже давно нет. Нету, да. И вот уже у нас начались какие-то такие сигналы о том, что якобы политическая элита нашей страны чешет репу, а не выйти ли нам из ОДКБ и не вступить ли нам, а не замахнуться ли нам, друзья, на Уильяма нашего Шекспира. Вот что-то типа этого. Я так думаю, это очень... Такие шарахания, они очень губительны. Вы как думаете? Ну, мне хотелось бы все-таки вернуться к теме нашего сегодняшнего разговора, к повестке дня. Бесспорно, события, которые происходят на сегодняшний день внутри Украины, так называемая специальная военная операция, то есть по факту боевые действия, которые ведет одно из крупнейших в военном отношении держав против украинского народа, и события, которые происходят вокруг Украины, они, естественно, приводят к возникновению глобальных угроз. Какие они, если их систематизировать? Прежде всего, 24 февраля 2022 года была окончательно демонтирована существующая архитектура обеспечения глобальной безопасности. Геополитическое противостояние крупнейших игроков достигло своего апогея. Речь идет на сегодняшний день не только об
боевых действиях в Украине и вокруг нее. Речь идет об глобальном противостоянии так называемого коллективного Запада во главе с США и Российской Федерации. И причем эти события необходимо рассматривать как многослойный пирог. Есть экономический аспект, военный аспект, геополитический аспект, аспект обеспечения глобальной безопасности. И вот в этих условиях я согласен с господином профессором, историком, он правильно говорит, это огромный геополитический вызов. Если мы отстранимся от занятия симпатии в ту или иную сторону, естественно, для нас возникает жизненно важный вопрос в условиях формирования нового миропорядка, причем во всех смыслах этого слова, в сфере экономики, финансово-валютного регулирования, распределения ресурсов, энергоресурсов. Я думаю, что в условиях этого огромного геополитического вызова возникает необходимость принятия адекватных и превентивных мер реагирования нашей страны. Вот здесь было бы целесообразным вернуться к геополитике. Там существует всего два главных правила, две аксиомы, которые не подвергаются сомнению. Первое. Любая страна преследует сугубо свои национальные интересы. И второе. Крупный геополитический игрок всегда предпринимает активные попытки использовать малые государства для достижения своих целей. Вот если исходить из этого, то можно видеть, что, к моему огромному сожалению, на сегодняшний день территория Украины стала полем боя и разборок между собой двух геополитических крупнейших игроков. К сожалению, они несут людские потери. Никто не выступает за войну. Никто не может, нормальный человек не может приветствовать гибель детей, стариков, женщин, массовый исход жителей и прочие вещи. Но факт тот вопрос, что Кыргызстан, что должны делать мы? Вот в этом смысле мне с точки зрения такое образное мышление, наш центральноазиатский регион в целом и в Кыргызстан, мы находимся на перекрестке геополитическом. С севера над нами нависает так называемый условный медведь в виде Российской Федерации. С востока красный дракон, Китай, тоже огромная страна с 1,5 миллиардным населением. Условно с запада коллективный Запад. Отдельно особняком там стоит Турция, которая преследует свои цели. И с юга, условно, скажем так, условно, скажем так, исламский мир. То есть мы находимся на этом перекрестке. Естественно, главная геополитическая задача нашей страны не оказаться, точно так же, как Украина, местом для выяснения отношений этих игроков своих геополитических интересов и целей. Я думаю, что нам нужно произвести мозговой штурм, так называемый, и чтобы использовать наше геополитическое расположение, оно, безусловно, выгодное и в сфере экономики, вот вы говорили в отношении Великого Шелкового пути, и в сфере межцивилизационных взаимоотношений, чтобы это сделать не нашим недостатком и угрозой, а превратить ее в возможности, в плацдарм для того, чтобы мы опять возродились, как птица Феникс, и пришли. Это очень сложная задача, потому что нам нужно тщательно проанализировать, какие национальные интересы и стратегические интересы каждый из этих игроков преследует. И потом вот в этом, скажем так, глобальном пересечении интересов, чтобы мы вышли из него сильными, самостоятельными, благополучно развивающимися. И для этого, я думаю, пришло время, учитывая мое профессиональное прошлое, это называется момент истины, когда мы должны сделать выбор. Нельзя быть нейтральным? Как? Нейтральным нельзя быть? Нет, потому что на сегодняшний день, к сожалению, накал страстей и столкновение геополитических интересов привел к тому, что все страны, безусловно, коллективный Запад во главе США напрямую заявил в лице министра финансов, советника по национальной безопасности, это даже проскальзывает в отдельных фразах Байдена, действует такой известный принцип: кто не с нами, тот против нас. Идет эскалация требований. Если вначале угрозы звучали в таком смысле, что тот, кто поможет каким-то образом Российской Федерации обойти санкции, он будет нейтрализован, наказан. Сейчас говорят так, что не только тот, кто поможет, а кто еще не выступит на нашей стороне. Вот в этом ракурсе они выкручивают руки не то что Кыргызской республике, стараются выкручивать руки Китаю,
Китай уже ответил, что не вмешивайтесь. Вот вчера буквально премьер-министр Англии Джонсон ездил в Индию, тоже пытался склонить. Речь сейчас идет на выживание. К сожалению, даже отдельные руководители стран, например, Российской Федерации, заговорили о возможном использовании ядерного оружия. И в этом контексте уже крупные игроки перешли к демонстрации уже возможности использования стратегического ядерного оружия. Позавчера Российская Федерация запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Вчера Китай тоже запустил свою межконтинентальную гиперзвуковую ракету. То есть это очень опасные тенденции. И поэтому в этой связи вот и возникает необходимость нам, как в этом глобально меняющемся мире, принять адекватные превентивные меры реагирования. Вы сказали, Запад происходит эскалация требований. Да. Вот когда ООН принял 2 резолюции, осуждающие войну, которую начала Россия против Украины, дважды Кыргызстан был воздержавшимся при голосовании. Когда 3-е голосование было по поводу исключения России из Совета ООН по правам человека, Кыргызстан уже против этой резолюции проголосовал, потому что перед голосованием представитель России разослал бумаги, что если вы не поддержите Россию, то будут приняты меры. Это То тоже есть признак... с той стороны тоже ставки начинают повышаться в этой игре. Эскалация требований. Да, ну вот с точки зрения развития ситуации есть вполне достаточно основания полагать, что Российская Федерация и Запад, они все-таки опустят железный занавес. Тенденции такие прослеживаются. Уже четко в российских кругах нет, пока нет еще. Это вот одним из первых признаков закрытия железного занавеса будет введение эмбарго на поставку нефти и газа. Соответственно, Российская Федерация в лице Пескова и в лице других официальных лиц уже звучат нотки, что пора уже сворачивать с Запада, поворачивать свое лицо на Восток, условный Восток. То есть это значит переориентация нефтегазовых потоков, переориентация товарообмена на Восток. И вот в этом смысле нам нужно рассматривать происходящие события, быть оптимистичными с точки зрения окна возможностей. У нас... А какие есть возможности? Я их спокойно могу перечислить. Да. Во-первых, через нас проходят огромные транспортные возможности. Мы можем выступить в качестве моста. Страна Нет, мы можем выступить в качестве моста между севером, условно говорим, и востоком, путем строительства железной дороги, нефтегазопроводов, транспортных коридоров. Нет, при современных технологиях речь может идти, ну, нам нужно думать, длительную стратегию выстраивать. Вот есть такой, вот нам нужно все эти проекты учитывать. Есть глобальный геостратегический проект Китая «Один пояс, один путь». Мы должны определить свое место в этой глобальной стратегии. У Российской Федерации есть геополитический, скажем так, тоже проект строительства Евразии. Аналогично у Турции есть проект строительства тюркского мира, правильно? Туран. Строительство, скажем так, Туран. У исламского мира есть формирование исламского. То есть эти геополитические проекты, они есть. Я не призываю принимать сторону всех, а нам нужно быть более умными. И вот в каждом из этих проектов нам нужно руководствоваться прежде всего своими национальными интересами. Через призму 2 безусловных интересов любого населения, любой страны, любой нации, любого государства. Это обеспечение благосостояния страны и народа, и второе – обеспечение безопасности. Вот если мы будем руководствоваться этими двумя через призму этих 2 интересов, мы тогда определим свое место и роль в этом глобально меняющемся мире. Ну, время пришло. А может, уже давно определили там люди, которые ответственны за такие решения? Обычно такие, скажем так, стратегические цели определяются в концепции обеспечения национальной безопасности, в концепции внешней политики, внешнеполитической деятельности и в стратегии развития страны. Вот я могу всем навскидку сказать, кто из наших зрителей, либо присутствующих, хотя бы эти документы читал. Они очень емкие. Ну, не обязательно, чтобы все читали. Ну, хотя бы, слышал четко сформулированные. Я еще раз говорю, с 24 февраля мир изменился. Теперь все эти стратегические документы надо кардинальным образом пересмотреть, четко сформулировать, сделать их
ясными, конкретными, четкими и понятными. Потому что время, когда мы вот могли писать, у нас же в Кыргызстане вообще мы страна программ, стратегий, у нас вот стратегия развития страны до 2040 года 150 листов. Концепция национальной безопасности 40 листов. Концепция внешней политики тоже очень большое количество листов. Нам нужно четко определить ориентиры. Если корабль не знает порт прибытия приписки, то любой ветер будет казаться ему встречным. По-моему, историки не дадут соврать. Поэтому нам пришло время не прохлаждаться, заняться мобилизацией и четко определить наш концепт, стратегию и план действий. Идет такая дискуссия, такие разговоры, и вообще что-то вот обсуждается сейчас в верхах? Знаете, я не член Совета Безопасности, но с своими коллегами, друзьями мы обсуждаем, поэтому мы здесь. Нас просто беспокоит то, что происходит. И я даже сказал бы, если посмотреть дальше, если будут эти процессы продолжаться в таком духе, да, дальше, украинский вариант может повториться на Тайване. Дальше еще, если смотреть, ШОС объявит себя военно-политическим блоком. Я не думаю, что это улучшит стабильность в мире, в регионе и в Кыргызстане. Почему Китай все-таки не решает, вот, воспользовавшись моментом, тайваньский вопрос? Я так думаю, у них там нет такого, так сказать, антагонизма между тайваньцами и китайцами, какой вот создался на Украине между русскими и украинцами. И вообще тайваньцы являются самыми первыми и самыми главными инвесторами Китая. Китай сделал ставку на что-то подобие конвергенции, и что просто постепенно подвести к мысли тайваньцев о том, что и мы, и вы китайцы, и мы, и вы, и мы – это одна страна, так как это и было до 1949 года. Почему Россия так не могла? Я попытаюсь объяснить. Вопрос в том, что для того, чтобы реализовать претворение своих национальных интересов, прежде всего в сфере геополитики, есть две составляющие существенные. Первое – это экономический потенциал, и второе – военный потенциал. С точки зрения экономического потенциала у Китая все хорошо. Сейчас отдельные аналитики говорят о том, что в смысле в валовом отношении экономика Китая обогнала уже несколько лет экономику Китая. Но вот у нее есть проблемы в сфере военном, потому что есть военные стратегии аналитики, которые считают, моделируют ситуацию. Они считают, что до 2030 года Китаю нужно все-таки период спокойствия для того, чтобы к тому времени нарастить свой военный потенциал и иметь возможность безнаказанно, по крайней мере, без существенных потерь для себя решать такие вопросы, в том числе и военным путем. Поэтому Китай занимает такую взвешенную. Он, скорее всего, согласно той стратегии, как та обезьяна смотрит, как в долине дерутся между собой два хищника, и потом примет ту сторону, на чью сторону будут склоняться шансы. Я думаю, что в этом отношении Китай себя ведет тоже вполне предсказуемо и видно. Но тут есть еще один аспект в том смысле, что вот я поддерживаю, что у нас было бы хорошо, если бы этот вопрос поставили все-таки на системную основу. Почему? Потому что события последних дней, которые происходят внутри нашей страны, вокруг так называемого украинского вопроса, говорит о том, что у нас нет четко выработанной, предсказуемой и ясной, четкой политики и стратегии в этом вопросе. Вначале мы заявляем, что мы осуждаем действия Киева на неисполнение Минских соглашений, поддерживаем Россию. По крайней мере, так было написано в пресс-службе Кремля по итогам телефонного переговора Садыра Джапарова с Путиным. Так было написано. Потом, выступая в Джугурку Кенеше, президент нашей страны заявил о том, что мы занимаем нейтральную позицию. Потом, когда уже приехала с визитом заместитель государственного секретаря США, тут тоже там есть очень много вопросов относительно, как ее встретили, кто с ней переговаривался. То, что заместителем государственного секретаря он не столь уж частый гость не то что в нашей стране, а вообще в регионе,
то, что с ней встретилась в официальном поле заместитель председателя Кабинета министров по социальному блоку, который вообще никакого отношения к внешней политике по функциональным обязанностям не имеет, наталкивает на мысли и догадки, что имели место какие-то скрытные и неофициальные встречи. Президентом? Я не знаю, об этом пишут, я не могу об этом говорить, ни отрицать, ни подтверждать, но просто по протоколу у нас в соответствии с Конституцией внешнюю политику определяет президент страны. Так написано в Конституции. И если уж, я еще раз говорю, учитывая, ну скажем так, политическую ориентацию господина Байсалова, в прошлом он был все-таки НПОшником, работал послом в Великобритании, ну, он выходит из этой среды, но все равно надо же учитывать его функционал. Он же, если бы приехал, скажем, министр социального развития США, ну, тогда можно было бы понять. А вот это все-таки нам наталкивает на мысль. Я думаю, что такие вещи допускать нельзя. Мы должны четко определить, какие наши приоритеты, и ясно, коротко и всем понятно объяснить. Я понимаю, нам тяжело в этой ситуации, лавируя, но нам нужно все-таки вот это свое выгодное географическое расположение, и вообще в целом не только с точки зрения расстояний, а с точки зрения и расположения в таком ключевом регионе, нам нужно позицию какую-то занять. А может быть, как обезьяна, вот, которая смотрит, как два тигра дерутся? Вот, наверное, сказал, что там про нейтралитет. Неважно, ситуационный или вообще, да? Я думаю, это пустые мечты на самом деле, потому что нейтралитет это должен кто-то гарантировать. И я так думаю, просто объявить нейтралитет, я думаю, никто это в расчет не примет. Вот нейтралитет Швейцарии гарантируется огромными суммами денег общак. Там хранится общак западного мира, не только западного. Да? Есть еще, например, одна нейтральная страна, Колумбия. Ее нейтралитет гарантируется Соединенными Штатами Америки, это официально. И вот еще есть одна страна, Туркмения. Я не думаю, что ее нейтралитет имеет какой-то существенный, значимый статус. Я не хочу принять, но я так думаю, ее нейтралитет, скорее всего, означает, что она не хочет участвовать в делах ни СНГ, ни нашего региона. И она просто полагается на свой газовый потенциал, который она входит там, в тройку-четверку самых богатых природным газом стран. И поэтому просто это самоустраненность от каких-то региональных проблем, а не какая-то действительная защищенность ее нейтралитета. К сожалению, наша Кыргызская республика, если ее в макроэкономическом смысле, с точки зрения людских ресурсов, финансовых и других ресурсов, мы малая страна, это трудно честно признать. И можем мы занимать нейтральную позицию или не можем, определяет это все-таки нашим весом. Вот, и когда крупные геополитические игроки ставят вопрос ребром, кто не с нами, тот против нас, вот тогда здесь уже отсидеться не получится. Это не или тот сослаться случай. на нейтралитет. Это будет несерьезно. Эта ситуация тут просто сейчас, я думаю, что пока еще до поры до времени Российская Федерация таких ультиматумов не выставляет, по крайней мере в официальном пространстве, но я думаю, все к этому, потому что все-таки наблюдается эскалация этого противостояния, уже применяются уже другие виды вооружений, уже переходят на другие виды санкций. Уже 6-й пакет санкций, по-моему, приняли. Будет 7-й, 8-й. Сейчас, Да, вот то есть идет 6-й, 7-й пакет. В условиях эскалации, естественно, каждый крупный, как я и говорил, согласно второго правила геополитики, каждый крупный будет давить и говорить, говорите, с кем вы. Вот я думаю, что в этих случаях выгоднее не ждать, пока к нам придут и будут нам выкручивать руки, неважно кто, медведь, красный дракон или белый орлан. Я думаю, что, я понимаю, можно сказать, видимо, что мы сами решение приняли, но лучше не ждать в этой ситуации, когда у кого больше дубинка, тот сумеет заставить. Мы сейчас, нам нужно... как дети, закрываем глаза, не видим других и думаем, что нас не видят. Что нас не видят. Я думаю, это просто вот в том-то и острота ситуации актуальна, что сейчас наступило время, когда мы должны определиться. В геополитическом отношении я бы где-то в первом приближении сравнил бы это с событиями, которые были в середине
XIX века, когда наши далекие предки попали в такую же, скажем, переделку, ну, это грубо говоря, в переделку, когда мы должны были в рамках большой игры тоже сделать свой стратегический выбор. История, прошедшая с тех пор, показывает, что в тот период наши предки поступили мудро и дальновидно, при всех издержках, которые потом произошли. Вот сейчас наступил по значимости примерно такой же период. Нам предстоит тоже тяжелый стратегический выбор. Я не готов давать готовые рецепты, но я считаю, что время пришло. Нам сейчас, мы умная нация, мы древняя, мудрая нация, у нас есть свой код киргизов. Мы должны вот этот все-таки вопрос поставить ребром, дискуссия должна быть открытой, и потом, как киргизы говорят, сесть в узкий круг и принять коллективное взаимоприемлемое решение. У нас осталось буквально 1-2 минуты. Надо занять, получается, вот то, что вы говорите, какую-то сторону. А вот независимо от того, что влияет наш политический вес на это или нет, осудить то, что должно быть осуждаемо. Нельзя? Никто не требует, вот сейчас в том-то и вопрос, никто не ставит вопрос осудить кого-то, а вопрос, ты скажи, с кем ты, со мной или нет. Вопрос независимо от того, что там творится. Конечно, вопрос ставится так. Вопрос ставится так, к сожалению. Вот если бы вопрос был осуди, а потом все нормально, мы тебя оставим в покое, это был бы совсем другой подход. Вопрос ставится не так. Вопрос ставится, ты скажи, ты с кем? С нами? Если ты не с нами, все стороны воспринимают. Если ты не с нами, значит ты против нас. К сожалению, вот эта сама температура давления вот этого противостояния довела до такого состояния. И никто из сторон не высказывает стремление к компромиссу, который удовлетворил бы обе стороны. Пока. Вопрос законности, справедливости или там элементарной совести не стоит. Да? В большой геополитике, я уже сказал, ни на Востоке, ни на Западе не стоит такой вопрос. Они такими категориями не оперируют. Да. Там, может быть, некоторые оперируют категориями выгоды, доступ к ресурсам или даже с умением сохранить лицо. Вот такими категориями мыслят, к сожалению. Для них категории людских потерь, страданий, это в расчет не пройдет. К сожалению, так цинично устроено мироустройство. И суть. Еще очень коротко, тогда последний вопрос. Многовекторность внешней политики, тогда как она должна проявляться? Вообще сейчас как бы в такой ситуации, я думаю, многовекторности придется на время забыть. Ситуация так получается. И делать выбор на основе таких критериев, как, например, историческая общность, общность менталитета, у нас коллективистский менталитет, общинный. Кстати, у славян тоже общинный менталитет. И, например, вот мы кочевники, да? Русские тоже кочевники. Они от Киевской Руси дошли до Аляски, а потом до Форта Роста, Калифорния. Как вы считаете, многовекторность внешней политики? Я считаю, что современные тенденции развития геополитического противостояния все-таки показывают, что однополярный мир закончился, в принципе. Значит, должна быть многовекторность? Да, вот в том-то и парадокс сложившейся ситуации. В условиях, когда был однополярный мир, однополярный, однополюсный мир, когда была глобальная гегемония и господство Соединенных Штатов Америки, вот тогда можно было допускать многовекторность. А вот сейчас получилось так, что мы фактически идем бицентричному или трицентричному миру, вот в этих условиях, к сожалению, то есть когда мы идем к многополярному миру и, скажем, наличию 3-4 центров силы, вот тут, вот парадокс в том-то и заключается, что в условиях многополярного мира необходимо занимать одновекторную политику. Вот в этом парадокс сложившейся ситуации. Парадокс еще может быть в том, что многополярный мир может оказаться еще менее предсказуемым и спокойным. Конечно. Вот я встречал такие рассуждения, которые очень похожи на правду, я не помню, что самая стабильная ситуация – это биполярный мир. Вот как было там. Однополярный мир нестабилен, это мы увидели. Но, оказывается, и многополярный мир тоже нестабилен, и это доказывается просто по аналогии с другими системами. То есть в политическом отношении многополярный мир, скорее всего, окажется также нестабилен, поэтому
Если мы думаем, что мы уйдем от однополярного мира и все станет тихо, спокойно и хорошо, может быть, мы очень сильно ошибемся. С точки зрения инженерного образования, если подходить система, ее основные характеристики – это ее упорядоченность и взаимосвязь всех этих элементов. В условиях многополярного, когда много слишком ядер, возникает больше неопределенности. Вот это и имеется в виду, что по аналогии с другими. Поэтому, я думаю, мы стоим на пороге глобальных изменений, и критически важно определить нашу политику, что мы будем делать. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали вопрос, что делать Кыргызстану и в какую сторону двигаться в связи с событиями в Украине. У нас в гостях были ветеран спецслужб Талай Джумадылов и профессор Славянского университета Мурат Сүйінбаев. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. Я знаю, что надо делать.